Всем, кто смотрит меня, доброго времени суток. Я не знаю, в какой период времени вы смотрите это видео, но я продолжаю тему хакасского возрождения или ренессанса. Я благодарен тем, кто смотрит это видео, и в предыдущем, на втором видео, мне сделали одно замечание и сказали, что я хакасский ренессанс как термин употребляю очень часто. И самое главное, сделали предложением, а нет ли в хакасском языке подобного термина. И замечание действительно очень верное. И я считаю, что раз само явление мы только начали озвучивать, дело в том, что термин хакасский ренессанс я лично знаю пока не очень много кто как использовал, но мне встретились работы Ирины Кононовны Кидиековой. Она в одном из своих статей писала о хакасском ренессансе, но она развивала идею архиварта. Она назвала этот стиль искусства для местных художников, которые, я считаю, не находятся в контексте ренессанса. Вот единственный термин, который употребил другой человек, кроме меня, я знаю только пока Ирину Кононовну. И, конечно, в хакасском языке есть термин, адекватный термин, я называю это явление по-хакасски «кёдрелис тузы». «Кёдрелис тузы» или время восхождения, или время возрождения. Но я хочу сделать одно небольшое замечание или поправку. И хочу вернуться к 1989 году, ко дню или году, когда была создана филармония, Хакасская филармония. Там был один музыкальный номер, он точно выдавал или представлял идею возрождения. И этот номер назывался «Айленес». Исполнял этот номер Вениамин Петрович Баргаяков. Очень шикарный номер, очень интересный номер. И именно дух возрождения, вот это вот эпического состояния современного человека, вот мощности духа, самодостаточности, величия своего собственного «я». Вот в этом номере было все. К сожалению, сохранились ли записи этого концерта, я не знаю. Это, наверное, надо будет обратиться к работникам ГТРК, ГТРК Хакасии, Республики Хакасия. Возможно, в их фондах этот концерт остался, но мне эти материалы недоступны пока. Я надеюсь, что встречусь с Вениамином Петровичем Баргаяковым, и я попрошу его, чтобы он эту песню попытался воспроизвести. Но тут важен момент, когда, в какой период эта песня была исполнена. Это 89-й год, это филармония. Представляете, вот у хакасов не было филармонии, где нельзя было, то есть не было возможности представить именно хакасский дух музыки. Это и хакасские музыкальные инструменты, это хакасская композиция, это хакасское слово, это хомос. Это Чатхан, как бы он был известен, на нем играли, но это был хомос. Это была первая серьезная и интересная музыкальная заявка. И на тот период это было очень мощно. И само исполнение, сам стиль исполнения, сама подача. И даже многие музыканты, которые были знакомы, но имеется в виду русскоязычные, они потом типа сказали: ты что, хочешь хакасов привести к бунту? То есть к бунту такому. То есть очень мощная была экспрессивная заявка вот этого музыкального номера. И этот номер назывался «Айленес». Потом Вениамин Петрович Баргаяков позднее назвал этническую группу, музыкально-этническую группу «Айленес». Она и сейчас, эта группа, работает при театре Читеген. Я надеюсь, что мы с музыкантами этой группы будем говорить на эту тему. И наверняка они потом еще дополнительно расскажут об этом моменте. Ну, о моменте организации группы, о том, как они начинали, каково было у них настроение, что вообще они думали, какие у них были мечты. Конечно, об этом мы будем говорить. И, конечно, будем говорить о духе. Вот этом духе, именно дух Айленес. Вот это продолжение предыдущего видео, где я как бы уточняю еще ощущение хакасского слова, хакасского миропонимания, сути ренессанса, явления ренессанса. Конечно, сам термин ренессанс, это неправильно сделали замечание, надо было там уточнить, что это французское слово,
термин, пришедший из этого языка, и был употреблен впервые где-то в XVIII веке одним из исследователей европейской культуры. Теперь моя задача сегодня на этом видео показать некоторые символы древности. Но если кто видел второе видео, одна из характеристик Ренессанса, и теперь я скажу по-хакасски, айленос, да, это артефакты древности и культура древности, явление древности. И древность как великое прошлое. В Абакане где-то, я пока знаю несколько примеров древности, тяготеющие к этому явлению. Сейчас пойдем на остановку. Я сяду на 11-й, наверное, автобус. И дальше уже продолжим видео непосредственно там, где находятся сами эти памятники или, скажем так, артефакты древности. Мы как раз сейчас сошли с 11-го автобуса и направляемся к месту, где мы сейчас увидим артефакты древности. Я думаю, вы теперь догадались, или многие теперь понимают, что мы сейчас подошли к зданию Краеведческого республиканского музея, Хакасского музея. И, кстати говоря, вот одна из выставок, она сейчас даже называется «Сокровища древних хакасов». Мы на эту выставку пока не пойдем. Я всего лишь прокомментирую некоторые моменты, общие моменты, характерные вот именно для нашей темы, для темы Ренессанса. Вы как раз видите вот за моей спиной тот самый настоящий артефакт древности, ценность древности. И этот артефакт, он находится у дверей Краеведческого Хакасского музея. Собирание артефактов – это, конечно же, признаки того, что современный человек, современный хакас или те люди, которые уже заинтересованы и каким-то образом причастны к культуре древности, они, конечно же, понимают ценность каждого из данных камней, если мы сейчас их назовем обиходным словом, обычным, и это очень важно. Очень важен момент именно того, что человек к ним относится как к культуре древности, как к факту ценности и как к культурному явлению. Одна из очень характерных символов древних камней культуры древности – это личина человека, наверняка. Здесь не очень, здесь хорошо-то видно, но потом, я думаю, мы будем эти факты представлять или в виде картинок, или в виде хороших копий. Эти копии, они были сделаны давно. Допустим, мы сейчас можем увидеть вот этот знаменитый символ Солнца. Солярный знак, так называемый. И, конечно же, ряд других символов можно найти в каждом из этих камней. И ценность вот этих артефактов именно в том, что здесь камни, каждый камень содержит в себе какое-то художественное явление прошлого. Таким образом мы сегодня посмотрели первые символы в городе Абакане, первые символы прошлого, древности, причем это великого прошлого, это артефакты каменных изваяний. Подробную консультацию и подробное пояснение этих камней наверняка можно увидеть и почитать в трудах тех ученых, которые занимались историей Хакасии. И я думаю, мы наверняка встретимся со специалистом музея, который прокомментирует более подробно и интересно о каждом из камней. Наверняка есть документально какие-то данные, и смысловые, и даже научные работы. Я сейчас иду по улице Вяткина в сторону проспекта Ленина, но хочу здесь немного остановиться. Остановиться напротив Центра детского творчества. Он выглядит таким образом издалека. Но не это главное. Главное вот этот вот маленький подъездик. Вот это вот пятиэтажное здание. Это
Это жилой дом. Я почему здесь немного останавливаюсь? Тут, конечно, теперь все изменилось. И тот человек, который здесь творил раньше, вот его окошко было, да, первое окно. Здесь, по-видимому, сейчас какой-то другой офис. Но я хочу сказать, что тот мастер, воятель вот этого скульптурного комплекса, он свои идеи изначально каким-то образом творил именно в этом помещении. Это была его мастерская на тот период времени. Это где-то середина 90-х годов примерно. Ну, я думаю, потом мы у автора уточним. Он, возможно, сам расскажет о этих своих бытовых каких-то условиях, да, творения. Имя ему Айшарх Ол. Айшарх Ол. Это хакасское имя. Кстати говоря, он на сегодняшний момент художественный руководитель этнической группы Ульгер. Музыкант. Вот интересное явление. Но хочу сказать, что это по духу хакасский Микеланджело. Ну вот мы сейчас дальше пойдем к его памятнику, к тому, что он сделал, и покажем, что же он сотворил. Ну и вот мы сейчас как раз подходим к следующему символу древности. Ну, этот символ, я уже говорил, соорудил современный Хакас. И он выглядит вот таким образом. Что означает этот символ? Каковы его смыслы? Мы, конечно, спросим у автора. Это символ яйца. Он покрыт снегом, но если мы сейчас его чистим, да, то мы увидим здесь, конечно же, символы древности, которые есть в наскальных рисунках. Это некий образ личины. О них тоже более подробно мы будем расспрашивать у автора. И далее следующий символ. Это опять некая личина. Это опять символ древности. Они, конечно, скомпилированы у древних артефактов. Ну и вот следующий важнейший символ — это древнетюркское письмо. Что здесь написано и как, мы также расспросим у автора, надеюсь. Надеюсь, он нам подробно пояснит, какова была задача и идея написания вот этих символов. Ну и вот этот символ, основной символ, один из основных символов. Здесь также мы видим солярный знак, знак Солнца, ну и так далее. Подробнее мы будем о них говорить в следующих видео. Пока же мы сейчас будем говорить общими такими чертами, характеристиками, что это вот эти вот каменные постаменты, если можно их так назвать, да, это, конечно же, символы древности. Естественным образом. Символы древности той культуры, которая была здесь тысячелетиями. Вот этот небольшой комплекс, он находится рядом с медицинским центром. Здесь роддом есть, ну и вот жилое здание с бизнес-центрами, наверное. Тут магазины есть. Находится этот символ по проспекту Ленина. Ну и теперь мы дальше подойдем к следующему символу. Он такой же яркий и интересный. И этот символ находится около Дома культуры. Ну и мы сейчас можем даже здесь пройти между этими домами. И мы сейчас подходим к этому яркому символу Возрождения. Вот он. Вы видите, конечно, Хайджи. Хайджи — человек с чатханом. На фотографиях он везде есть, он в интернете везде есть. Наверняка его можно будет найти.
Но я хочу прокомментировать следующим образом. Здесь можно увидеть в символе хайджи древнетюркское письмо. И это очень важный момент. Это первое. И второе. Мы сейчас обойдем этот памятник культуры Ренессанса с обратной стороны. И тут мы увидим что? Тут мы увидим один очень маленький элемент. Если вы сейчас видите, это кижегай. Кижегай это длинные волосы, если банально говорить. Дело в том, что я лично не помню, чтобы хакасские хайджи носили длинные волосы или косу, или кижегай по-хакасски называется. Кижегай смысл — это символ древности. Дело в том, что раньше кижегай это был статус, это был определенный социальный статус. И кижегай говорил о высоком положении человека. Это был значимый в социальном обществе среди людей человек. И, конечно, самое большое оскорбление для такого человека это было отрезание волос. И вот этот вот хайджи, он с кижегай. И это не случайный элемент, конечно, для понимания смысла статуса хайджи, да. Элементы тюркского письма. Что здесь написано? Я думаю, вы должны прочитать сами, поинтересоваться и определить, что же тут выцарапано. И давайте обратим на Чадхан. Видите символ? Что это, дракон или не дракон? И вот следующее начертание. Хайджи, конечно, в хакасской рубашке. И, кстати говоря, автор вот этого произведения Айшар Холл, Кучинов Вячеслав Николаевич, о котором мы говорили, идя по улице Вяткина, он как раз трудится и работает вот здесь, на 3-м этаже в Хакасской филармонии. Следующий наш объект — это место, где бывают многие абаканцы. Это кафе Абакан. Что там интересного? Оформление, настенное оформление. Это улица проспекта Ленина, и мы как раз сейчас перед входом вот в это кафе, которое называется Абакан. И посмотрим, что там есть. Ну вот я тут занял столик в углу. И видите, что вот первый символ, один из символов, важных символов, это солярный знак. Вот он примерно с расстояния 3 метров. Ну и второй символ — это, видите, личина. И оформление даже самого стола, вот этот вот стол, и тут также присутствуют вот эти вот символы древности. Они очень четкие. Вот видите, да, это личина. Вот символы древности — это личина, вы сейчас видите. И солярный знак. Ну и тут также символы людей, которые, как правило, присутствуют в шаманских бубнах. Вот это важнейшие такие первые факты того, что мы говорим мышлением возрождения. Да? Это обращение к идеям прошлого и апелляция, и возвышение духа этого явления. Конечно, это все проявляется через такие вот рисунки. Вот зал кафе Абакан. Если мы сейчас посмотрим на оформление стены, то здесь очень яркие такие символы древности. Это символы животных, которые есть во многочисленных памятниках древности. Тут есть элементы скифских курганов.
Ну, конечно, это многие находки из курганов, которые очень много на территории Хакасии. Вот один из ярких символов древа, небесных древа человека. Вот символ шамана с бубном. А еще вот сам бубен. Вот он. Это яркие характеристики того, что непосредственно относится к древности, к явлению древности. Вот еще символ. Конечно, все они взяты из учебников и уже из тех материалов, которые опубликованы учеными. Зал выглядит таким образом, и вон далеко-далеко, я сейчас попытаюсь притянуть, видите, тоже символ бубна. И там также элементы, которые всегда есть у шаманов или в шаманских бубнах. И поднимет настроение. Ты украшаешь этот мир. Ну вот мы теперь вышли из кафе «Абакан» и направляемся в другое учреждение. Оно подобно же. И мы там также ярко увидим и четко будут представлены подобные символы древности. Это ресторан, это другой ресторан, хозяин другой. Называется Хонхорой. Даже само название говорит уже о том, что это не традиционно для вообще названий многих учреждений типа кафе. Конечно, тот, кто зашел в Абакан, он имеется в виду иногородний или человек, который приехал сюда, он сразу видит то, что это характерно только для местной культуры. Таких символов нет нигде, кроме как в Абакане. Мы идем по улице Щетинкина. Кстати говоря, это вот главпочтамт. А вот так, это у нас гостиница Хакасия. Я сейчас даже войду во дворы уже и попутно поясню о названии ресторана Хонхорой. Хорой, конечно, это термин, введенный в оборот Виктором Яковлевичем Бутунаевым, очень интересным человеком, историком. О нем мы будем говорить в других видео, обязательно будем говорить, потому что смысл этого человека очень велики. И хорой – это введенный им в общественный оборот слова или идея. А хон в хакасском языке означает чистый. Ну, видимо, идея была названа как чистое явление идеи хорой. Что в данном случае имелось в виду, мы, конечно, расспросим у хозяев ресторана. Ну, а пока сейчас этот ресторан, он выглядит вон таким образом. Это такое здание. Вот вывеска названия Хонхоры. Внутрь мы пока заходить не будем. До следующего видео, я надеюсь, что автор этой идеи ресторана, более подробно нам расскажет уже сам. И там мы увидим множество символов, характеризующих то, что мы сейчас пропагандируем. Идея Köderlis или идея Islands. Поэтому пока только внешне мы обозначим Хонхоры и пойдем дальше. К сожалению, я не успеваю добежать до следующего символа. Тоже ресторан. Называется он Атукен. Я думаю, что в следующих видео у нас будет возможность показать этот ресторан вместе с рестораном Хонхорой и поговорить с людьми, которые их организовали, и о смыслах, и о тех символах, которые есть у них там. Завершая сегодня видео, я хочу остановиться вот на этом здании. Вот его видите. Я не буду комментировать, что там находится. Это обычное жилое здание города Абакана. Но хочу заметить. Это здание было построено примерно в 80-е годы. Я точно не скажу, но смысл следующий. На месте этого здания ранее был курган.
Я его сам видел своими глазами и видел раскопки, которые производились в то время. Конечно, когда приходит новая культура, новая цивилизация, а это европейская цивилизация, несомненно, она каким-то образом, она уничтожает предыдущие ценности. К сожалению, это факты истории. Вот то же самое произошло с этим курганом. Ведь, если так по сути подумать, ведь курган это же захоронение, это некий памятник. Но новая цивилизация не ценит эти вещи, она относится несколько по-другому к ценностям прошлого. И это видно по всему. Вот если сказать, город Абакан на самом деле он стоит на месте многих захоронений. Ранее здесь этих захоронений можно было найти много. И многие здания, они стоят на месте кладбищ, древних захоронений. Вот это я хотел сказать. И тем не менее, я еще раз выражаю мысль, что каково бы ни было отношение современных людей к памятникам древности, но сейчас, в данный период времени, находятся люди, которые умеют это ценить и относиться к этим вещам с ценностью, с пониманием того, что это есть вообще культура человечества. Я имею в виду древность, артефакты древности Великой Степи. Спасибо всем за внимание, кто смотрел этот фильм, это видео. С вами был Сибдей Том.